день, меня зовут Мидярова Жансаян. У нас сегодня 47-е занятие по изучению письма и чтения по системе Брайля. И мы продолжим изучать математические знаки. Сегодня мы с вами пройдем знак умножения. Причем знак умножения, он как и по зрячему пишется двумя способами, так и по Брайлю. Давайте я вам сначала покажу знак умножения, как пишется крестом по Брайлю. Пишем 2, 3, 6. 2, 3, 6. Знак умножения крестом. Если вы обратили внимание, она схожа с открыванием кавычки. 2, 3, 6. Также мы открываем кавычку. И второй знак умножения точкой. Пишется очень легко и используется практически всеми и всегда, потому что очень запоминающийся, пишется легко. Пишется просто третья точка. Значит, третья точка, знак умножения точкой, который пишется по зрячему, используется более часто. Теперь давайте я вам покажу ту же самую схему, да, о которой мы говорили на прошлом занятии, на примере знака умножения. Но когда мы пишем знак умножения, мы можем перед знаком умножения клетку не пропускать, сразу писать знак умножения. Давайте посмотрим. По схеме мы должны одну клетку пропустить, потому что будет писаться математический знак. Но когда дело идет о знаке умножения, мы клетку можем не пропускать, сразу написать в следующей клетке третью точку. А затем, не пропуская клетки, уже писать 2, 'Значит, мы написали 3 умножить на 2, и все это слитно, не пропуская клетки. Затем, после 2 мы одну клетку пропускаем перед математическим знаком равенства. Помним, да, пишется 2, 3, 5, 6. Два умножить на 3 равно 6. Пишем 6, не пропуская клетки. Давайте полностью посмотрим, что у нас получилось. 3 умножить на 2. Все это без пропуска клетки. Потом пропуск делаем клеточки, равно 6. Вообще схема написания математического примера такова, что мы должны перед математическими знаками пропускать одну клетку, а после нет. Но когда мы пишем умножение, третья точка, оно есть исключение. Когда мы пишем умножение, это единственное исключение. Во всех остальных случаях обязательно перед знаком математическим клетку одну пропускаем, после нет. Побольше тренируйтесь, занимайтесь, пишите примеры, и у вас все получится. До новых встреч, всего хорошего!